течение года кадеты соревнуются не только в ловкости, но и в творчестве и в интеллекте. Гора новостей приехала на очередной этап городской военно-патриотической игры «Морской бой». Уфимский городской детский морской центр имени контр-адмирала Бакаева проводит на базе Волжского государственного университета водного транспорта военно-спортивное многоборье. Здесь лучшие кадеты 5, 6 и 7, 8 классов уфимских школ. В каждой команде по 6 человек участников, остальные в качестве группы поддержки или запасных. Расскажи про все этапы игры. Мы проходили этапы стрельбу и медицинскую помощь. Пока что везде было легко, а остальные этапы я пока что еще не запомнил. Расскажи про вашу команду. Наша команда называется «Морпехи», 6 класс, 88-я школа. У нас есть 6 человек в команде, 7-й запасной. Я заместитель командира. Какой этап был для тебя самый сложный? Стрельба. Было очень сложно сводиться на цель, потому что нервничал и дыхание сбивалось. Ребятам предстоит в первом блоке посоревноваться в тире на меткость, собрать и разобрать АК на время и продемонстрировать свои навыки в гражданской обороне и медицинской помощи. Во втором блоке испытания посерьезней. Силовая тренировка, полоса препятствий, заброс мяча. Кадеты действуют слаженно, видно, что команды тренировались не один день. Расскажи про испытания. Первое испытание было с противогазами и жилетами. Первое было, надо взять жилет, надеть и застегнуть. Потом надо было достать свисток и свистнуть. После того достать из сумки противогаз. Как ты думаешь, как тебе пригодятся эти навыки? Мне кажется, эти навыки пригодятся в школе, на уроках ОБЖ, если я стану военным. Расскажи про свою команду. Команда у нас состоит из 6 человек. После уроков мы всегда остаемся в школе на разборку, сборку автомата. И также идем в тир стрелять из винтовки. Мне очень нравится наш капитан. Третий этап городской военно-патриотической игры «Морской бой» не просто так проводится здесь, ведь студенты университета водного транспорта тоже кадеты в прошлом и защитники Родины в будущем. В этом месте можно не только продемонстрировать свое мастерство подготовки, но и определиться с будущим местом учебы. Каждый этап выявляет лучших. В конце учебного года узнаем, какой кадетский взвод самый дружный, творческий и умный. Оскар Бакаев, Руслан Бигбаев специально для «Горы новостей».